Что ж, доброе утро всем, кто смотрит программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. Мы продолжаем с удовольствием. Степан Арефьев, Марина Гес. Сегодня уже 21 февраля, и сегодня весь мир по решению ЮНЕСКО отмечает День родного языка. Вот день именно вашего родного языка. Сегодня вот такой вот праздник всех языков. Да, но все, конечно же, знают, что башкиры – это коренной народ Южного Урала. Но не все знают башкирский язык. А вообще, легко ли его выучить? Да, вот как выучить башкирский язык? Где это можно сделать? Кто это делает и как часто? Чем отличается башкирский от русского, английского? Или башкирский от татарского. Вот, согласись, вот это, очень наверное, многие очень считают, сложно, что да? это одно и то же. А зачем в башкирском языке добавляют вот это «хэ»? У них такая частица, приставка. Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, преподаватель башкирского языка Идалия Суиндукова. Доброе утро, Идалия. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Сложно, это надо транслицию записать потом. Да. Большое спасибо. Скажите, да. Вот скажите, вообще трудно выучить башкирский язык? Если вы находитесь или живете в среде, где говорят на башкирском языке, это не так уж и сложно, потому что вы слышите все звуки, все произношения на башкирском языке. Но если вы живете, например, в Москве, да, где очень редко можно услышать этот язык, то, конечно, сложновато будет, потому что в первую очередь, какие у нас затруднения есть, это произношение. Ну да, вот это горловой. Да, это специфические звуки башкирского языка, такие как х, с, ы, к, г. Вы даже когда стали говорить башкирского языка, да? Ты слышал, как прям такой башкирский акцент появился башкирского языка? А скажите, пожалуйста, в принципе, любой язык лучше учить в среде, да, где он обитает, да, грубо говоря. Ну, а вот насколько башкирский, он как-нибудь пересекается с русским? Вот иногда есть наши близкие родные языки, там, белорусский, украинский, что ты хоть что-то можешь понять, не зная языка. В башкирском есть вот какие-то пересечения с русским? Во-первых, скажем, что русский язык это относится к другой языковой группе, это индоевропейский, а башкирский язык относится к алтайской группе. Поэтому где можно встретить? Это только в отдельных словах, это взаимственные слова. Например, это тот же, например, компьютер, да, который пришел к нам с английского языка и так далее. У вас также есть такие слова, заимственные слова. А вот мне интересно, вот все-таки башкирский и татарский язык. Вот действительно многие считают, что они одинаковые практически. Вот в чем их сходство, а в чем их различие? Знаете, если взять отдельные слова, то можно, например, если вы владеете башкирским языком, понять, что говорит на татарском. Но там произношения совершенно разные. Еще раз повторюсь, в башкирском языке есть специфические звуки, которые нет в татарском языке. Вот в этом, наверное, в первую очередь, это их отличие. А с какого возраста лучше всего начинать изучение? Конечно, с раннего возраста. С раннего, прямо с это в семье должно быть, понимаешь? В семье должно когда быть. мама колыбельную поет себе. Да, уже сразу усваивается туда, вот в подкорочку головного мозга. Да. А где в Челябинске можно выучить башкирский язык? Диаспора-то большая башкирская. Изучение башкирского языка у нас проходят в Центре народного единства. Организовали эти курсы Союз башкирской молодежи по Челябинской области, где проходят у нас курсы уже 8-й год. Если в течение 8 лет изучали башкирский язык только взрослые, то с этого года мы планируем создать группу для малышей. Это у нас старшего дошкольного возраста и младших классов. Но эти группы работают каждый день? Нет, это у нас проходят по вторникам, по четвергам с 6 до 7. Час дается, к сожалению. А вот на сегодняшний день вообще много желающих выучить башкирский язык? Потому что вот мы сегодня говорим о родных языках, да, и мы со Степаном вот уже говорим, и звонки принимали о том, что нужно знать свой язык, нужно изучать свой язык родной. Вот вообще много желающих? Желающих, конечно, много, но не у всех есть возможность. Где-то вот по времени, где-то кто-то задерживается на работе. Но на сегодняшний день в группе у нас около 10-15 человек. Я думаю, что этого мне достаточно. Кажется, знаете, вот те люди, которые занимаются у вас, все равно же башкиры много общаются между собой. Они потом приносят и в семьи своим друзьям, и тоже, наверное, переносят свои знания. Да, естественно. Потому что, отмечая в последнее время тенденцию вот национальности, которая же в Челябинске стала, грубо говоря, модно, национальность, модно носить костюмы, заниматься национальными видами спорта. И я хочу сказать, что сейчас много свадеб проходит именно уже в национальном колорите, и это нас не может не радовать. Ну, а сейчас мы вас попросим, скажите что-нибудь на башкирском. Только, не здравствуйте, а не знаю, может, стихотворение какое-нибудь. Да, я хочу вам рассказать стихотворение башкирского народного поэта Рами Гарипова, которое называется «Башкирский язык». Шугала биля мин тел кадерен, бер телден дә телем кәм түгел, көсле ул, ягымлы кәм күрүне тик кәм күңел. А в переводе? Это означает, что да. Поэтому я знаю
свой язык, знаю его силу, и человек, который не знает своего языка, может себя не считать человеком. Ну, грубо скажем, вот грубо. так, да. И, Илья, а вот мы со Степаном сегодня начинали нашу программу и говорили на башкирском языке. Мы говорили: здравствуйте, дорогие телезрители, сегодня среда, Сейчас я даже прочитаю, что мы 28 говорили. февраля. Давай. Хайырлы ирата дустуар бүгін сөрме бірніз февраль шарашымбы. Программа правильно? Аллы Бараганды Хазен Менап Степан Арефьев и Марина Гес. Вы поняли, что я прочитал, нет? Ну, примерно поняла, примерно, да. Если бы я не перевела, понимаешь бы, вы бы не поняли. Ну что ж, большое вам спасибо, Идаля, что вы пришли к нам. На самом деле нужно знать свой язык. Вспоминаю даже Великую Отечественную войну, когда ветераны говорили, настолько русский язык поднимал в бой. Настоящий русский, хороший мат, русский язык вел. Ну, эта история, от этого никуда. В языке сила, согласитесь же. Да? Да. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Дорогие телезрители, ну а я напомню, что у нас в гостях была преподаватель башкирского языка Едалия Суиндукова. Да, ну а сейчас мы узнаем, как отвечали на вопрос, нужно ли учить русский родной язык, знать его, как отвечали на улицах нашего города. Давайте узнаем.